все моменты, которые мы не учли, да. Вот. Я сейчас чуть-чуть подожду, пока буду говорить. У нас сегодня гость Орынбаева Майра. Так. У нас сегодня гость Орынбаева Майра. Это дистрибьютор. Значит, для тех людей, которые нас не знают, может быть, случайно сейчас зайдут. Дистрибьютор – это человек, который создает товарооборот для какой-то крупной компании. В данном случае мы создаем товарооборот для крупного бренда, да, китайского бренда, который сегодня работает в 190 странах мира, расширяется и еще дополнительно в этом году открывается сразу 50 стран. И итого, официально я имею в виду, итого будет 224 страны, и плюс еще добавляются дополнительные сервисы, да, в эту компанию. То есть, в общем, могущественная компания. Насчет самой компании, да, какие у нее еще планы, потому что в этой компании будет все, и одежда, и обувь, и бьюти-салоны, и парикмахерские, и туристические, так скажем, агентства, и еда будет. В общем, все, чем человек пользуется, это все дополнительно будет проходить через эту компанию. На этом вы тоже можете зарабатывать, да. То есть сейчас компания вводит вот такие вот коррективы, изменения. Вот мы для этой компании создаем товарообороты, и компания нам за это щедро платит. Ну, щедро, говорю, почему? Потому что платит столько, сколько ты заслуживаешь, понимаете? Не то, что ты там на работу походил, тебе 70 тысяч тенге заплатили. Ты хорошо работаешь, тебе 70 платят. Ты так средненько работаешь, тебе 70 платят. И ты очень плохо работаешь, тебе тоже могут 70 платить. Здесь, конечно, немножечко по-другому. Как работаешь, так тебе и платят. Поэтому зарплаты у нас очень хорошие. И наш сегодняшний гость, Орынбаева Майра, она тоже дистрибьютор в моей команде. Между прочим, я очень этим горжусь и рада, потому что меня такие люди окружают, да. Моя тезка, тоже ее зовут Майра, меня тоже Майра. Вот. Она, что удивительно в ее истории, да, она сама, в принципе, расскажет, на каждой карьерной ступеньке она получала премии. То есть не было, вот удивительно это, не было ни одной карьерной ступенечки, где бы она не получала премии. Представляете? Вот пришла, карьерную лестницу закрыла, дали премию. То есть кроме зарплаты. Еще на одну карьерную ступеньку поднялась, опять дали премию за то, что она хорошо работает. На третью поднялась, опять дали, на четвертую опять, на пятую опять. И на пятой она уже получила, по-моему, дважды премию. И сейчас в этом месяце, так, апрель сейчас закончится. Я надеюсь, она добьет мотивационную программу, то есть доработает. В мае впереди у нее, то есть она практически на процентов 80-90 уже выполнила эту программу. Опять она сейчас получит премию 480 тысяч тенге. Я думаю, что давайте вот здесь я по ходу сразу буду махать. Люблю я махать людям, которые присоединяются. Вот. И таким образом вкупе она получила около 2 миллионов, может быть, даже свыше 2 миллионов тенге. Только премиями, это кроме зарплаты, представляете? При этом она не работала руководителем где-то, да, если бы, ладно, можно было сказать, вот она руководитель, у нее опыт работы с людьми. Нет. Вот как-то так получилось, наверное, она сама расскажет. Вот. И таким образом, так, что-то Майра что-то не присоединяется. Так, что-то она мне не отправляет запрос. Ну, давайте пока я поболтаю, пока она выйдет с запросом. Ребята, меня хорошо слышно, да? Слышно хорошо меня? Потому что у меня что-то в последнее время наушники, я их в воду уронила, надо будет их поменять.
Привет, привет. Всем привет. Хорошо, хорошо. И таким образом, то есть, смотрите, я все время, каждый эфир говорю, да, может быть, для тех людей, которые не знают, вот я свою карьеру строила по принципу списка. То есть мы писали список знакомых, потом обзванивали этих знакомых, приглашали на встречи в офис, да. Было очень много отказов. Я помню, были моменты, когда мне отказывали, я могла вообще там настроение потерять, да, или аппетит, потому что не было иммунитета на эти отказы, да. Но сейчас, конечно, я опытный человек, я могу с любым человеком заговорить на улице, или там могу подойти, телефон взять, пригласить в бизнес, могу по телефону все рассказать. Но на каком-то этапе, это вообще началось в 2000 где-то уже в 2008 годах, уже продвинутые сетевики, так скажем, да, дистрибьюторы, начали использовать интернет. Вот. Ну, в те времена у нас дела хорошо шли, и, естественно, мы спали, так скажем, да, работали все равно по списку. Но последние годы, особенно с 2015 года, я стала замечать, что рынок стал меняться. То есть что-то поменялось, но я не могла понять, что. Что-то происходило, такое изменение, но я не могла определить. Оказывается, чтобы это понять, нужно было учиться. То есть я начала искать материал в Ютубе, я начала учиться, да, онлайн-курсы разные, и обнаружила, что через некоторое время, что можно еще работать с незнакомыми людьми, абсолютно незнакомыми людьми. Можно строить такие команды, ребята, мама не горюй. Можно такие товарообороты делать, такие деньги можно зарабатывать с людьми абсолютно незнакомыми в интернете, представляете? Вот, потому что сейчас такие вот настали времена, когда люди доверяют совершенно незнакомому человеку в интернете. То есть вы идете там в интернете, туфли себе покупаете, да, платье покупаете, не знаю, какие-то лекарственные средства, шампуни, масла, одежду, да все что угодно вы покупаете. Даже сейчас автомобили, мебель, все стали покупать через интернет. То есть доверительный маркетинг это называется. И таким образом можно вот такие большие команды себе создавать. Это просто супер идея. Вот. Так, где наша Орнбаева Майра? Девчата, пожалуйста, может быть, кто-нибудь позвонит? Позвоните ей, пожалуйста, что там у нее случилось. А то я могу так долго болтать. Информации очень много, конечно. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что через интернет можно привлекать людей, да? Но я вам скажу, если у вас не будет наставника, если у вас нет идейного вдохновителя, человека, который вам будет помогать, показывать, я думаю, что это сделать, сложно. Это сделать сложно. Поэтому нужна команда. Вот в команде, конечно, вы сработаетесь. Это получится. И самое главное, вот в нашей работе, это сделать так, такое нужно обучение создать, чтобы каждый человек, который пришел, например, пришел школьник, чтобы он мог повторить твои действия. Или пришел учитель, чтобы он мог повторить действия. Пришел какой-то там руководитель в прошлом или директор, или в настоящем, чтобы он мог повторить твои действия. Или там бабушка пришла, условно говорю, могла повторить твои действия. То есть нужно такую систему создать, чтобы в команде выиграли все. И вот такую систему не каждый человек может создать, понимаете? Вот так получилось, повезло, так скажем, мне с моей головой, что я создала вот такую вот систему. Конечно, я к этому шла очень долго, очень много онлайн-обучений я прошла, очень много книг я прочитала. Плюс есть свой собственный опыт, да, построения команды.
на сегодняшний день насчитывается, вот Дим мне показывает, 2300 человек. Ну, вот последние 2 месяца будет чистка, у нас будут убирать людей, те, которые неактивны. Но, тем не менее, я считаю, что это огромная структура, огромная потребительская структура, которую я смогла создать. И этот опыт я объединила со знаниями и создала вот такую вот систему, где любой человек приходит, делает шаг 1, 2, 3, 4, 5, выполняет задание, и ему в тот же день или в ту же ночь начинают писать люди. Вот, и говорят: расскажи мне о своем бизнесе. А чем ты занимаешься? Можешь рассказать? Или пишут: я хочу к тебе в команду. Расскажи мне. Вот. То есть в тот же день, получается, человек получает вот такой поток. И, конечно, для тех людей, которые привыкли работать по списку, наконец-то Майра появилась, это хорошо. И те люди, которые работали по списку, вот такие как Майра Урнбаева, да, или у нас вчера был гость, когда они получают вот такие входящие заявки, сами, когда люди пишут, вот мне интересно узнать, какая реакция вообще у людей. В принципе, эту реакцию я знаю. Вот. Майра, сделайте, пожалуйста, запрос, а то я здесь уже болтаю. По идее, сегодня не я должна болтать, сегодня должна Майра рассказывать, что я сегодня просто как ведущий. Должна говорить, по идее, Майра. Так, все, она отправила запрос. Давайте мы ее послушаем сегодня, да, какие у нее были эмоции, когда вот у нее пошли заявки. Так. Пошло ожидание, сейчас Майра присоединится. Так, сейчас прямой эфир закончим, и я побегу опять на марафон, поддержать нашу команду. Так. Майра, я слышу какие-то звуки, но я вас не вижу. Так, я себя вижу. Все. Сейчас вижу. Вижу. Так, Майра, давайте, я прям столько наболтала того, чего сегодня не нужно было говорить, но тем не менее, нужно было наших зрителей как-то занять, да? Первое, так, Майра отошла. Первое, да. Майра, хотелось бы немножечко услышать вот вашу историю. На каждой карьерной ступеньке вы получали все премии. Вот я девчатам сказала. Сейчас выполняете очередную премию, там 480 тысяч тенге вам, по-моему, начислят, да? Да. Вот вы вроде не руководитель. У вас, по-моему, нету опыта, да, руководства, Майра? Нет. Опыта руководства нет. В подчинении люди не работали. То есть откуда вообще такое, так скажем, рвение? Откуда такие результаты, скажите? Да, действительно, на каждой карьерной лестнице у меня получалось получать премии, которые компания объявляет по мотивационной программе. Возможно, то, что я умею работать с целями, когда компания объявляет, как бы вот этот объем работы, который я ежемесячно выполняю, нужно просто чуть-чуть организованно провести вот эти мероприятия, да, и как бы компания гарантирует вот эту премию. Конечно, премии шикарные. Это на 5 звездах это было $800, на 6 звездах это было 2 раза по $1000. Так, и на 7 звездах я как бы перепрыгнула, да, и на 8 звездах вот вторая премия $1500, это 480 тысяч тенге. В принципе, здесь просто нужно создавать команду, обучать команду
менять свое потребление с обычных магазинов, с базаров, с аптек в свой интернет-магазин, так как здесь нам выгодно прокупаться. Мы имеем свои бонусы, и продукция как бы брендовая, высокого качества. Все вот на этом, на командной работе можно получать вот такие премии. Мгм. Ну, в принципе, кому интересно, если новенькие будут, они, конечно, могут посмотреть, в принципе, наши вебинары, да, и презентации. Кому Да, интересно будет, можете обращаться. Майра, да. смотрите, ну, вы же вот сейчас смотрите, как вы хорошо говорите, как вы хорошо держитесь. Я знаю, что на камеру мы долго привыкали, потому что мы не то поколение молодежи, которая там привыкла к камере. И потели, и у меня помню, что спина мокрая была, когда я первый вебинар провела. Мне, конечно, было тяжеловато это делать, но тем не менее мы к камере привыкли. Вот, и говорить мы так не умели, как сейчас, да, допустим. Да, Ну, да, вы да. же не сразу такой стали, наверное, да? То есть Конечно, в процессе того, как вы пришли, какой-то личностный рост был? конечно. Вот чем прекрасен вот этот сама работа в сетевом маркетинге. Но я изначально, конечно, тоже шарахалась от маркетинга, да, от сетевого, как все Да. обычные люди. Я представляла, что сетевой маркетинг – это ходить с пакетом и продавать продукцию, да, это все было, конечно, не знание, не углубленное изучение самого маркетинга, вообще самой системы, да. И вот то, что мне нравится, это то, что здесь ты выбираешь наставника сам. Вот если тебе вышестоящий как бы не твоего уровня не дает то, что тебе нужно, да, ты можешь перепрыгнуть и со следующим наставником работать. Вот таким образом я вот попала к вам. Помните, да, 2,5 года назад весной я вам лично позвонила, чтобы вы со мной занимались. Благодаря тому, что я сейчас работаю именно в этой системе Global 21, у меня, конечно, был личностный рост. Вообще изначально, когда я пришла в этот сетевой маркетинг, я не могла даже дать информацию нескольким человек. Вот такое болезненное состояние было, да. Изначально я же пришла на продукт, вся больная, отечная, да, 85 килограммов, вся в обиде. И в таком состоянии, конечно, говорить, давать информацию, да, тем более такого характера о бизнесе, это было, конечно, трудно. Но работая с собой, читая книги, посещая тренинги, и вот самый такой хороший рост был благодаря тому, что я сейчас занимаюсь в вашей системе. Это мы проводили первое время вебинары, мы проводили фотосессии, мы создавали свои инстаграм-страницы с нуля. Вот у меня сейчас личный бренд, да, и вот на личный бренд у меня не совсем большая, но уже есть команда со всего Казахстана, которые пришли на мой личный бренд. Очень много отзывов на мой YouTube-канал, которые благодарят за информацию. Они прям ждут, пишут комментарии, еще больше таких информаций, да. То есть все благодаря тому, что я каждый день развивалась, выходила в эфир, проводила вебинары. Таким образом, я сама не заметила, как я спокойно выхожу на камеру, да, выхожу работать с аудиторией онлайн. Ну, конечно, это все очень удобно. Вот сейчас я, например, дома, да, только позавтракали, дети дома сегодня отдыхают, но я вот сижу и как бы работаю, даю информацию, общаюсь с вами. Я сбежала с марафона, да? С марафона, да? С марафона, чтобы провести прямой эфир. Кстати, друзья, Майра выходила неоднократно. То есть, что хорошо в нашей системе, каждый твой шаг, он оценивается. Хорошо, если ты премию получил, но это делается не тихо-тихо-тихо. Обязательно человек выходит на какую-то большую сцену. Майра не раз выходила на уже международные сцены, не говоря уже о казахстанских, да, городских, республиканских сценах. Она
она выходила в Питере, да, вы выходили на сцену, В Москве выходила. в Москве выходила на сцену. В этот раз мы 5, 5 апреля, да? Да. Нет, 6-го. 6, 5-го было 6, открытие. 6, да, 5 открытия эмпирического. 6 апреля Майра выходила на сцену, на большую сцену международную. Тоже там были представители Киргизии, Таджикистана, Азербайджан, Грузия, Турция, Россия была. И Майра выходила на эту большую сцену. Мы специально наняли оператора. Не мы наняли, а Майра наняла, с Фаридой Жаксылыковной вместе наняли. И все это действо было заснято на камеру. У них скоро, кстати, на YouTube-канале появится вот такое вот видео, да, брендовое видео. Да. Это очень Итак, приятно, конечно. Так, ну, Майра, в общем, вы счастливы, я смотрю. Конечно. Вы счастливы. Смотрите, Майра вдвойне, мне кажется, счастлива, да? А почему? Потому что вот те методы, по которым мы сейчас начали работать, ну, это один кайф, ребята. Ну, кайфовее этого не бывает, потому что, чтобы прийти к этому, конечно, мы прошли определенный путь. Я вот в прошлом эфире рассказывала, что мы сначала начали создавать личный бренд, да? Открывали YouTube-каналы, снимали вебинары, чтобы людей, незнакомых с собой, познакомить, чтобы они поближе нас узнали. И Майра работала над собой, прям очень хорошо работала, выполняла там прям все, так скажем, задания, плюс дополнительно сама обучалась, что в ней хорошо, она дополнительно проходит какие-то курсы сама и развила сейчас очень сильный личный бренд. Но, Майра, мы столкнулись с тем, что не каждый, да, не каждый новичок готов этот личный бренд развивать. То есть то у него плохой телефон, то он не может фотографироваться, то мы обнаруживали, что этот человек не умеет фотографироваться, девочки там не умеют ноги ставить или там цвет волос. Вот Инстаграм же тоже это любит, да, там как цвет волос, конечно, чтобы красивый был. Вот это все. То есть не каждый, мы столкнулись с этим, готов выходить и создавать личный бренд. Но этим людям тоже нужны деньги. И мы пришли значит, интегрировались, и мы личный бренд немножечко отодвинули и сделали так, чтобы каждый новичок мог присоединиться к нашей команде. Теперь такой вопрос, Майра. Вот вы личный бренд создавали, оттуда заявки, когда у вас пошли, с личного бренда. Это с YouTube-канала приходили, да, с Инстаграма. У вас какие были ощущения? После того, как вы... Ну, до этого вы же со списком работали знакомых, правильно? Да. Сами звонили, сами там отказы получали, может быть, отвечали на их вопросы. Но среди них были люди, конечно, которые приходили к вам. Но... Угу. Конечно, очень это приятно работать через Инстаграм, когда работает твой личный бренд на тебя. Но первое время это мне казалось сказкой, да, что это невозможно. Мы же привыкли работать офлайн, чтобы человек тет-а-тет видел тебя, общались, и на этом строилось доверие, да, и человек подписывался. Но когда мне вот на WhatsApp, ну так как в профиле у меня WhatsApp номер, когда начали люди выходить на WhatsApp и начали знакомиться, там, благодарить за информацию, которую я предоставляю в YouTube-канале, когда начали консультироваться, да, кто-то на бизнес, кто-то на продукцию, кто-то по здоровью. Мне в первое время это было как-то диковинно, да, как вот так вот с другого конца Казахстана человек, абсолютно не зная меня, выходит со мной на связь, да, а потом вот эти переписки как бы нас сближали, то есть человек как бы доверяет, ну так как личный бренд все-таки работает, да, и там вот происходит подписка, присоединение в команду очень быстро. Вот у меня сейчас команда, вот есть девочки, которые живут, например, на Западе и которые ни разу не видели меня, да, за эти годы, но работают в моей команде. Мы общаемся как родные люди уже.
То есть Мгм. настолько вот, ну, раньше это все было, ну, я не верила в это, если честно, да. Но когда люди вот так вот присоединялись, общались, вот действительно каждый день с утра пишут, скучают по общению, да, вот это все, конечно, очень приятно. Но Мгм. я о чем Майра, подумала? Майра, так, о чем подумали? О чем подумала, если бы у меня не было этого личного бренда, как бы я а, смогла работать онлайн, да? Ну вот личный бренд это то, что я каждую мотивационную получаю премии, я путешествовала а, а, ну, в нескольких странах за счет компании, да, благодаря работе в этой компании, но я себя представила, например, вот в первое время, когда я пришла в компанию, я вся больная, 85 килограмм, отечная, там о фотосессии говорить даже невозможно, да, и вот такие прямые эфиры на тот момент для меня это было диковинно, конечно. А, Мгм. Мы не И могли просто заставить да, людей вот это делать, да, видео. То есть да, не то, что заставить, хоть мотивируешь, там, не готов новичок сразу это делать. Но нужно же человека выводить на доход сразу в первый месяц, правильно? Потому да, что да, личный бренд, чтобы личный бренд приносил тебе входящий поток, нужно как минимум год. Это для талантливого человека, для человека, который да, умеет писать посты, фотографироваться, излагать свои мысли. Он уверен в себе. Это ключевые люди да, обычно, да? То есть да, да, получается год, а то и 2 года. А что многие сетевики в течение этого года мало зарабатывают или не зарабатывают вовсе? И вот и Майра, и мы к этому пришли, что и мы, нужно что-то да, другое сделать. И да, 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 сделали это. да. Ага. Да, вот благодаря тому, что вот 2 года мы как-то развивались, искали выходы, да, мы пришли к такому алгоритму действий, где любой человек, это начиная с учеников средних школ, это лет 13-14, который знает Инстаграм, да, и до людей пенсионного возраста, которые тоже далеки от Инстаграм, могут работать по нашему алгоритму. Конечно, вот этот алгоритм мы сперва на себя испробовали. Я была вообще в шоке. Почему? Потому что в первый же день у меня уже было несколько заявок. И Майра, самое сколько интересное, заявок было? так, 3 заявки это в первый день. Так. А, Это готовые люди, которые готовы зарабатывать, которые просятся в команду, сами пишут. То есть здесь даже уже вот эта сама сортировка, уже круг сортировки уменьшается, потому что здесь уже люди обращаются готовые, которым нужны деньги, которым нужен успех, которые хотят состояться в этой жизни, да, это уже вот круг сортировки уже уменьшается по этой методике, потому что это уже готовые люди, которые хотят присоединиться в команду, которые готовы работать вообще в MLM бизнесе. Майра, а Поэтому, помните, я извиняюсь, что перебиваю, помните, я в чат еще написала, дайте мне обратную связь, сколько заявок у вас со дня марафона. Я проводила с вами марафон обучающий, да, там мы делали задания, и буквально за несколько дней, помните, я сказала, да, дайте мне отчет в чате, сколько было заявок, у вас 16, по-моему, да, это вы были же? да, 15 16 или заявок, да, 12? 16 заявок, да? 16 заявок, итого это за несколько дней всего лишь. Вот у меня самое Так. максимальное в день было 10 заявок. Мгм. И в Дело в том, основном что... это молодежь. Да. Майра, здесь я маленькую сделаю вот для людей, особенно наших дистрибьюторов. Дело в том, что я девчатам про это рассказывала. Я говорила, девчата, в общем, я изобрела такой метод, вот так, вот так, вот так. Я логически объясняла, у нас есть свой чат, и в этом чате я аудиозаписями просто
Каждый день, я не знаю, сколько я аудиозаписей отправляла, очень большое Мгм. количество, объясняла, доносила. Я говорю, девчата, не надо мучиться, теперь наши новички не будут мучиться. То есть входящий поток, он уже легче будет. Потом постепенно мы будем через марафоны развивать личный бренд, и тогда вообще будет огонь, да? И я не понимала, они не делали никаких действий. Вот девчата наши, Мгм. Майра тоже не делала этих Да, действий. да, да. И однажды я взяла, думаю, дай-ка я проведу марафон. И буквально за 3 дня, да, мы вот эту упаковку сделали Да, по да, нашей да. системе, по 5 шагам прошлись. И вот в ту же ночь у вас пошли заявки. Вот у вас какие ощущения были? О чем вы подумали? Особенно вот меня интересует, о своих новичках подумали? Да, конечно. О Все-таки своих это новичках ответственность. подумать. Конечно, да. Почему? Потому что, вот я же говорю, когда личный бренд работает, когда у тебя есть личный бренд, это еще можно, да, работать в онлайн. А когда ты абсолютно новичок в этом бизнесе, ты еще ничего не заработал, ни фотосессию не можешь провести, там телефон такого плохого качества, камера, да, там же много всяких этих, вот как мы до сегодняшнего дня доходили, это в течение 2 лет, сколько мы телефоны меняли, сколько фотосессий проводили, но когда вот этот метод заработал, и я приняла несколько заявок, я была в шоке. Это же может даже сделать моя там дочка-подросток, да, помочь, да. Я бы помогала ей обрабатывать, давать информацию, ну, далее работать, да, уже с этими людьми. То есть это настолько простой метод, и самое интересное в этом методе же такой шикарный плюс в том, что здесь, когда ты работаешь по этому методу, никто не знает, что ты работаешь в сетевом. Вот такая Да, вот фишка, да? да, Это фишка, очень, фишка. да, это очень удобно. Почему? Потому что у людей такой большой комплекс, я бы сказала, да, или страх, что у него не получится, что он потом за ним будут разговоры, что он вот работал в сетевом и у него не получилось, да. Очень много людей, которые начинали этот бизнес, да, пробовали и оставляли незавершенным. Очень много таких людей, потому что все знают, что в сетевом есть деньги, все знают, что MLM-бизнес – это самый такой высокодоходный бизнес будущего, но не у всех получалось подниматься по карьерной лестнице, зарабатывать хорошие деньги. Почему? Потому что вот когда начинаешь работать со списком знакомых для формирования команды, да, очень много возражений человек получает, очень много отказов получает. В моем случае это не отказы, а вот люди как бы соглашались, да, но не приходили в офис для получения информации. Я тогда сама прям это убивалась, себя винила других, как это люди видят, что я получаю премии, видят, что я путешествую, почему они не хотят, да, присоединяться в этот бизнес, зарабатывать здесь деньги. И вот эти все вот эти минусы вот этого метода по списку знакомых, да, вот это все здесь как бы в нашем алгоритме нашел ответ, нашел решение, да, и Ну, поэтому... да, Майра, вот я немножечко сделаю пояснение. Вот прям интересный у нас разговор получился. Я думала, я буду молчать, но молчать не получается. То есть я вот все время думала о том, чтобы как бы сделать так, чтобы человек не обращался к своему списку знакомых. Потому что человеку объясняешь, да, такое понятие, как целевая аудитория, что среди всех твоих знакомых и друзей, например, ты любишь черные бананы. Ты любишь черные бананы, вот такие уже переспелые. И в твоем окружении, допустим, из 200 человек, всего лишь 5 человек любят такие же бананы черные. Все остальные, либо кто-то вообще против таких, да, думают, нельзя такие бананы кушать, да ты что, да? Или кто-то любит зеленые бананы, кто-то киви любит, кто-то яблоки. То есть это называется целевая аудитория. И для того, чтобы со своего списка вытащить вот этих 5 ключевых человек,
нужно пройти по тем людям, которые бананы не любят. Любят другой совершенно фрукт. Либо не любят черные бананы, а любят желтые, либо зеленые. Вот когда мы раньше людям объясняли, я и сама это проходила, да, все равно, когда человек сталкивается с первым вот таким вот препятствием, особенно возражение. А ладно возражение, а когда ему начинают вообще говорить, ты что, миллионер, извини меня, хренов нашелся, какой ты миллионер, ты вчера, там, я не знаю, на 50 тысяч тенге работал, какой ты миллионер будущий, ты что? То есть получается, что вот человек не выдерживал этого. Я все время думала, как бы сделать так, чтобы человек обошел, как сделать так, чтобы это препятствие убрать. Потому что обычно, как говорят наставники, да многие сейчас по списку работают. Дистрибьютор, новичок подходит, там поникший, у него дела не идут, там возражение за возражением, все против. Да. Еще подружки скажут, ой, да вот решила там миллионершей стать, да? То есть я вот думала, как обычно наставники говорят, вот старой школы, говорят, это нормально, через это надо пройти, я понимаю, но когда это происходит каждый день, и когда ты еще мало зарабатываешь, я считаю, что это ужасно. Да. И все время я думала, как бы сделать так, чтобы человек вообще этого не касался. Как сделать так, чтобы человек общался столько с теми людьми, которым интересно твое предложение. Да. То есть, чтобы тебе писала целевая аудитория. И даже когда нам пишут люди незнакомые, они не возражают. Вот фишка в чем. Они не возражают. Они могут задавать вопросы наводящие. Они могут уточнять, но они не возражают, потому что это целевая аудитория, отобранная. Вот, в принципе, в этом фишка. И в начале пути, конечно, родственники, друзья могут и не знать. Вообще могут не знать, что ты зарабатываешь. Но на каком-то этапе, когда мы через марафоны начинаем развивать личный бренд, тогда уж, когда ты первые 3-4 зарплаты получил, я думаю, что дух-то появится. И потом не надо их приглашать, знакомых. У нас вообще свои методы работы со знакомыми, чуть-чуть другие. Вот. Так, Майра, в общем, смотрите, когда вы получили первые 3 заявки в первый день, еще там у нас еще кое-какие фишечки есть, да, там, что мы можем регулировать, как резинку на штанах, да, мы можем затягивать или там отпустить, как говорится. У нас система регулируется. То есть вы поняли, что можно в день, то есть можно отрегулировать и в день, например, сделать не 3, а 9 заявок. Или отрегулировать и в день сделать там 12 заявок. То есть человек сам регулирует количество заявок. Да, конечно. Конечно, от человека зависит, сколько тебе заявок входящих в день надо. Да. Вот в этом большая фишка. Да. Это зависит с твоими целями, согласна. Если ты готова зарабатывать миллионы, то, конечно, надо больше людей обработать, надо больше вот этих входящих заявок получать. Поэтому это все зависит от нас, от человека, смотря какие у тебя цели. Конечно, мы вначале просто пробовали, да, работает ли вот этот алгоритм действий, и поэтому получали всего вот так вот 10-16 заявок в день. Но если постараться... Так, я бы сказала, можно в день получать до 50 заявок, это запросто. Я в этом только убедилась, успевать потому надо. что действия, которые я делала, да, давали вот такие вот 16 заявок. Если постараться уделить чуть больше времени, да, и работать в этом направлении, это вот 50 заявок в день, это без проблем. Да, только успевай обработать. Да, настолько усовершенствован этот метод, я вообще поражаюсь. Да, и самая основная фишка,
Основная фишка – это то, что по этому алгоритму может работать любой человек, который далек от сетевого бизнеса, который далек от интернета, который вообще не знает про Инстаграм, да. То есть особых обучений здесь не нужно. Вот эти действия, сами действия по алгоритму, это вот самые простые действия, которые человек может делать абсолютно без знаний. Ну, если это мы сделали, человек, мне, например, 48 лет, там Фарида Жахсылыковна, который за 50 лет, да, которые далеки от всего, у нас, если это получилось, то это получится у любого, особенно вот у молодежи. Вот кто сейчас слушает нас, кто будет вот эту запись в течение суток слушать, да, вот это такой алгоритм, который, ну, нету равных этим действиям. И самое интересное, по этому методу работаем только наша структура, наша команда. Система Основной работе это не мешает. Да. Это помогает. Основной работе это не мешает. Это в течение дня, если вы просто там по расписанию, по планированию дня, да, будете уделять этому алгоритму буквально 1,5-2 часа, это максимум, вы просто будете получать вот эти заявки, и заявки готовых людей, которые готовы зарабатывать деньги, которые готовы состояться. Так, Михаил спрашивает, почему тогда не все делают. А в этом-то и фишка, что этот метод знаем только мы. И делиться мы этим алгоритмом будем только с теми, кто будет присоединяться в нашу команду. Потому что этот метод мы разрабатывали более 2 лет. Мы столько знаний в это, да. Смотрите, вот я бы, знаете, на этот вопрос так ответила, да. Первая это причина. Вторая причина, понимаете, это делают ключевые люди. Вот человек, например, пришел в команду, ну, вообще вам нужно пройти наше обучение. Мы же это не просто так, допустим, человека взяли и ему говорим, делай там, иди делай. У нас нету такого. То есть, я же сказала, даже моя структура, которую я обучала плотно, через чаты я обучаю, они со мной плотно соприкасаются, потому что я очень много аудиозаписи отправляю, в видеоформате отправляю. И при этом они не верили, что это сработает. Ну вот человек сидит, говорит, не верила, что это сработает. Неужели все так просто? А просто, блин, все просто. Понимаете? Это первое. Настолько Второе, просто, почему? Может. Папа нас Да, люди ленятся, это понятно. Но ключевой человек, который придет, ну, ребята, очень большие перспективы ждут. Почему? Потому что я вам в начале видео говорила, что сколько у нас вообще времени, сколько у нас осталось, я даже не посмотрела. Я вначале говорила, что мы сотрудничаем с китайской компанией, это Тиенс Казахстан, ну, в Казахстане Тиенс. 224 страны, ребята. В 224 странах все, что проходит через народ, то есть продукты питания, одежда, обувь, туризм. Я не знаю, что, вот я сейчас сижу в чужом дворе, рассадка там, я не знаю, деревья, цветы, вот что продается? Машины, что, стройматериалы, что еще? Все, что продается в мире, вот там, где есть наша компания, это 224 страны. Вы везде на этом еще будете зарабатывать, кроме тех товаров, которые сетевые товары наши. Кроме этого, еще будете на этом зарабатывать. И, ну, конечно, когда я работаю в такой компании, естественно, я под эту компанию подстраиваюсь, начинают мозги работать. Потом, почему так получилось, что мы вот изобрели, я не знаю. Наверное, сильно я хотела этого. Потому что я видела, что Илон Маск разработал сейчас, запустил ракету в Марс, вы знаете. Оказывается, не все об этом знают.
Не все знают. Вот я недавно спросила одноклассницу, ты знаешь, говорю, Илон Маск запустил ракету в Марс. Она полетела, а потом обратно прилетела и встала. Она говорит, такого быть не может, такое невозможно. Ты что? Я говорю, ты отстала от жизни, дорогая моя. Илон Маск запустил ракету. И я видела, вот изучала биографии этих людей, и я все время думала, если они смогли преодолеть вот такие вот препятствия, почему я не могу? Почему я не могу для своей структуры это сделать? И думая, задавая вопросы, думая, как говорят же, да, на чем фокусируешься, то и получаешь. Вот я создала эту систему. Но мы сейчас, кому повезет, кто будет с нами соприкасаться, конечно, эти люди будут зарабатывать уже с первого месяца. А там уже мы вас научим личный бренд развивать. И вот как Майра еще будет получать заявки. Михаил, сколько получается? Мы вообще тенговые миллионеры. Я не знаю, с какого вы. Мы вообще этот эфир проводим для своей структуры. Михаил, для своей структуры мы проводим. Вы можете посмотреть или возьмите, как его, в ссылке там, вы выходите на WhatsApp, мы вам пошлем видеопрезентации, вы там увидите, сколько люди получают уже с первого месяца, там есть выписки, все есть в выписке. До 300 тысяч тенге в месяц человек получает. У нас вообще в структуре люди такие деньги получали еще без этого метода. Вот. Этот метод мы запустили недавно. Вы, Михаил, болтовня для вас, потому что вы сетевик, я знаю. И я думаю, что вам нужно работать по тем методам, которым вы привыкли работать до сих пор. Потому что вы не наша целевая аудитория. Нам нужны люди, которые не будут вот так писать. Все болтовня. Я не буду с таким человеком работать, потому что вы не моя целевая аудитория. Во-вторых, Михаил, надо на аватарку фотографию ставить, а не вот так вот анонимно писать. Да. Фотографии не ставят вот такие сетевики, не любят сотрудничать. Поэтому вы работаете так, как вы работаете в своей компании. Потому что у нас и так хватает людей, которые нам пишут и говорят, что хотят с нами сотрудничать. Поэтому дефицита в людях у нас нету. Мы этот прямой эфир проводим для своей структуры, чтобы те новички, которые пришли, или очень много старичков у нас, да, старых дистрибьюторов, имеется в виду не по возрасту, а по стажу, чтобы эти люди могли перестроиться. Мы даем этим людям шанс перестроиться, потому что все знают маркетинг-план, в компании Тенс заложены очень большие деньги. Вот. Поэтому дефицита в людях у нас, Михаил, нету. Поэтому вот так вот, вот такие вот хейтерские дела здесь писать не надо. Тогда не слушайте. Если все болтовня, зачем вы сидите и слушаете? Итак, Майра, давайте подведем итог. Итог подведем. Значит, мы пришли к тому, что нужно вот в первом чате, из первого чата быстренько переходить во второй чат. То есть у нас в первом чате сейчас собираются новички, и этим новичкам нужно быстренько переходить во второй чат, ребята, для того, чтобы вот этот вот алгоритм из 5 частей, 5 частей, 5 видео, вы эти задания выполняете, и в тот же день вы получаете первую заявку, и вы увидите, что это работает. Тем более, что в чатах мы будем выставлять наши переписки, да, вы увидите это. И вам нужно быстренько переходить во второй чат. Угу. Майра. Да, конечно. Первый чат чисто информативный. Надо, да, быстро принять решение и переходить на второй чат, который называется «Алгоритм действий». Там вы уже получаете вот этот готовый алгоритм. Работая по этому алгоритму, вы уже выходите на первый доход. Первый доход ваш составит там 15 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Это все зависит от того, какую бонусную карту вы выберете, какие действия вы предпримете. Поэтому нужно просто переходить в чат алгоритм. Угу. Да, так, где Михаил. вы уже получите.
За Так, 11 вот лет не Михаил. получила ни гроша. Это вы о ком говорите? Человек в какой Можете структуре имя назвать, находится? ID-номер? Имя назовите, ID-номер. Да. Мы пробьем этого человека, и все. Так, структура Итак, Тиньши очень огромная по всему миру. вообще, Это 45 Майра, миллионов смотрите, потребителей. Поэтому, Майра, да. смотрите, нам надо, знаете, вот как-то, когда мы начинаем эфир вести, нам нужно научиться вот это комментарий отключать, потому что прям очень сильно это отвлекает, да? Потому что очень сильно отвлекает, а так смотришь и прямо отвлекает. Да, да, Ну да. ничего, мы потихоньку, это вообще наш второй прямой эфир, мы уже потихонечку учимся. Угу. Вот Да, именно. это, по-моему, Вот. вы сможете удалить комментарий. Я как гость не могу. Да? Нет, я имею в виду закрыть. Надо закрывать комментарий. Потому что мы же не собираемся отвечать на вопросы здесь. Мы просто вышли в прямой эфир с разъяснениями. И потом это у нас пробный парный эфир. Но в принципе Да, да. парный эфир у нас получился. Хороший формат, между прочим. Мне это понравилось. И мы дальше будем такие парные эфиры проводить. И, конечно, мы будем работать для того, чтобы показать, да, возможность все большему количеству людей. И самое главное, что мне нравится в этом методе, да, в котором мы сейчас запустили, что ты можешь заявку получить с любого конца, во-первых, Казахстана, с любого города СНГ. Самое главное, чтобы человек понимал тот язык, на котором ты говоришь. Вот. Да, да, Мне да. вот это нравится очень. Да. И самое главное, с человеком можно работать на расстоянии. Система, это называется система. Конечно, мы ее будем докручивать, дорабатывать. Вообще хочу апгрейдить ее через некоторое время. Хочу сделать так, чтобы человек проходил какой-то определенный этап, новичок, и сразу попадал в команду уже готовым. Но немножечко нужно время мне, это все я апгрейдю, сделаю все для того, чтобы моя структура процветала. Все, я думаю, что у нас эфир, мы на этом можем закончить. Вот. Майра, спасибо большое, было очень интересно. Да, вам тоже огромное спасибо. Вот. Да. Помидоры, огурцы, яблоки продают. Подвозят к дому. Это Казахстан, город Алматы. Ладно, давайте пока, Майра. До свидания. Всем спасибо, зрителям тоже.